Что ни день, то новая авария. Вместо того, чтобы учиться на ошибках других и изменить ситуацию в лучшую сторону, нарушители продолжают калечить здоровье и жизни людей. К примеру, только накануне на федеральной трассе в результате столкновения погиб один человек и еще один доставлен в больницу. Нередко в подобных ДТП страдают несовершеннолетние. К сожалению, в ДТП у нас стали страдать дети. У нас за неделю произошло 2 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Один в качестве пассажира пострадал и один ребенок в качестве пешехода. Несоблюдение перевозки правил несовершеннолетних, а также невнимательность водителей к детям, которые играются у проезжей части, в результате чего у нас дети калечатся и находятся на лечении. С начала этого месяца зафиксировано несколько ДТП с участием пешеходов. Можно часто наблюдать картину, когда люди игнорируют правила, рискуют и переходят проезжую часть там, где им удобнее. Но есть и обратная сторона, когда пешеход идет по зебре, а на него на полной скорости летит автомобиль. Как, например, недавний случай в Малгобеке, где в темное время автомобиль насмерть сбил мужчину. Причина этих ДТП может быть самая разная, но, как показывает практика, большинство аварий происходит по вине невнимательности водителей и пешеходов на дороге. Водители, к сожалению, позволяют себе разговоры по телефону. Это прочтение различных сообщений, это полностью отсутствие концентрации на дорожном движении. То есть они погружены именно в свое мобильное средство и ни в коем случае не контролируют то, что происходит вокруг. Если же это бывает очень такой эмоциональный звонок, то это начинается эмоционально перекладываются эмоции на транспортное средство, и, к сожалению, они подвергают опасности и перекладывают свое настроение на окружающих, на водителей, которые, не зная о том, что произошло, начинают также агрессивно себя вести, то есть начинается цепная реакция, и, то есть в нескольких водителей перекладывается настроение одного водителя. 134 дорожно-транспортных происшествия, 40 человек погибло, 211 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции, словно мантра, ежедневно повторяя, призывают автолюбителей соблюдать правила дорожного движения. Красный свет, встречка, скоростной режим – всему этому нужно следовать неукоснительно, чтобы на ингушских дорогах наконец-то воцарился закон и порядок. Михаил Тангиев, Умар Газдиев, Новости 24.